В первой части вы познакомились с становлением балетного искусства в республике, первыми корифеями, которые заложили основу для дальнейшего ее развития. Один из лучших балетных дуэтов театра считается Рейна Чокоева и Берик Алимбаев. Рейна Чокоева – выдающаяся балерина советского государства. Она танцевала весь балетный репертуар театра, но любимой и коронной партией у Чокоевой был балет Адана «Жизель». Ее танец отличался безупречной техникой, академизмом, высокой культурой. Чокоева не жалела себя, не позволяла ни малейшей небрежности в танце. Во время международного фестиваля соцстран в Гаване, после выступления Чокоевой в балете Шопеняна, газета «Эль Мундо» о ней писала, что Рейна по-испански означает «королева», и она в танце соответствует своему имени. После ее выступления в «Лебедином озере» одна из газет пишет: «Чокоева не танцует, она живет в танце. Такой адетты еще не было. Изумительно отточенная пластика». Берик Алимбаев – художественный руководитель хореографического училища, выдающийся педагог классического танца. Долгое время был ведущим танцором театра, оперы и балета. Обладал прекрасными внешними данными. Танцевал все ведущие партии в классических балетах. Его танцу присущи академизм, глубокая потаенная влюбленность, мягкость и неожиданно яркий темперамент с каскадом сложных па, которые он демонстрировал в балете «Дон Кихот Минкуса» в партии «Базилия» и «Эспада». Но коронной его партией был «Альберт» в балете «Жизель» Адана. С этой партией Алимбаев выезжает во многие города Советского Союза. В 1976 году он с успехом выступает в партии Альберта в Москве, в Большом театре. Газета называет его блестящим танцором. В Мариинском театре Алимбаев с блеском провел партию «Эспада» в балете «Дон Кихот Минкуса». С детства Алимбаева привлекала методика преподавания классического танца. Вот уже 40 с лишним лет он готовит артистов балета. Одним из первых его учеников является Чолпонбек Базарбаев. Другой его ученик – лауреат 2 международных конкурсов, учится в Лондоне, в Ковент-Гардене, получает стипендию имени Рудольфа Нуриева. А с Нуриевым Алимбаев учился в Ленинградском хореографическом училище. В данный момент Чокоева – директор хореографического училища. Ее приход дал новый импульс профессиональному подходу и обучению детей балетному искусству. Училище представляет своих учеников на международных конкурсах, где они достойно занимают призовые места. Сегодня в Центральной Азии это лучшее хореографическое училище. Его ученики работают во всех уголках постсоветского пространства. Педагоги училища – это одержимые искусством балета люди, которые трудятся за мизерный оклад. Учиться в училище можно смело приглашать иностранных учащихся и студентов. Бактыбек Арунов
В начале 1960-х годов в театр пришел танцор с прекрасными физическими данными. Высокий, статный, мягкие гибкие ноги, красивая ступня, большой подъем, высокий прыжок. Арунов сразу занял ведущее положение в театре. Он становится партнером Бешеналиевой и других ведущих балерин. Все спектакли, где Арунов принимал участие во время гастрольных поездок, неизменно пользовались успехом. Особенно это проявилось в Дни культуры и искусства в Латвии, где он в Риге танцевал партию Зигфрида в «Лебедином озере» Чайковского с местной труппой. Но коронной и любимой его партией был «Спартак» в балете «Спартак» Арама Хачатуряна в постановке Урана Сарбагишева. Незаурядный талант, способность уловить мысли и желания балетмейстера принесли заслуженный успех не только самому Арунову, но и балету. Асымкуль Баетова. Природа наградила ее идеальными данными для балета. Она танцевала почти весь балетный репертуар. Коллеги Баетовой не переставали восхищаться красотой ее ног, ступни, подъема. Она делала все очень легко и просто. Кадича в балете «Осель» Владимира Власова, Зарема в балете «Бахчисарайский фонтан». Сколько было в ней обиды, любви и страсти к Гирею. Адетта и Адилия в «Лебедином озере» Чайковского. Надежда, печаль, безысходность читалась в ее Адетте. А сколько коварства, бравурности было в ее Адилии. Юная, доверчивая Жизель, любовь вечна. Таков был созданный ей образ Ширин в балете «Легенда о любви» Каракараева. Ушла из театра незаметно, тихо, заставив себе забыть, что она когда-то достойно занималась самым прекрасным и коварным видом искусства, приумножая славу национального балета. Сапарбек Абдужалилов, солист балета, обладал хорошими физическими данными. Внешне спокойный, он загорался во время танца. Все характерные ведущие партии были его. Особенно свою незаурядность как танцор Абдужалилов показал в партии Джина в балете «Чолпон» Михаила Раухвергера. Долгое время в театре он был единственным испанцем, стремился найти характерную черту, адрес и географию танца. Абдужалилову хотелось больше ставить, чем танцевать. Став профессиональным балетмейстером, он ставит в театре «Щелкунчик» Чайковского, «Барышня и хулиган» Дмитрия Шостаковича и «Болеро» Мариса Равеля. Все три балета были достойны внимания. Особенно на ура принимали зрители Москвы балет «Болеро» Мариса Равеля. Центральную партию танцевала сама Бибисара Бешеналиева. Потом у него начались долгие, нескончаемые мытарства. За успех надо платить. Становится педагогом по танцу в театральной студии. По прошествии 30 лет Абдужалилов был приглашен в театр для восстановления балета «Болеро» Мариса Равеля. Это Абдужалилов во время репетиции с репетитором балета Лилией Касымовой. Мелис Асылбашев, ведущий солист балета, больше увлекался постановкой танцев. Как искрометный танцор, Асылбашев проявил себя в «Испаде» в балете «Дон Кихот» Минкуса, в «ПДД» в «Жизели Адана»,
Он кавалер в «Спящей красавице» Чайковского, Полишинель в хореографической миниатюре, комический мулла в «Куручика Молдобасанова и Окуня». Талантливый хореограф Асылбашев в данный момент возглавляет ансамбль танца «Акмарал» имени Нурдина Тугелова. Чинара Таласбаева, солистка балета, обладала хорошими физическими данными, техничная, танцевальная. Фея сирени в «Спящей красавице» Чайковского, танец с шарфом и падекатор в «Баядерке», Алимана в «Материнском поле» Молдобасанова, седьмой вальс Шопена в балете Шопениана и многие другие. Ни на что не претендуя, Таласбаева умела только работать. «Золотой дуэт» — так говорили в театре о них Чолпонбеке Базарбаеве и Айсулу Токомбаевой. Чолпонбек Базарбаев – выдающийся танцор советского государства, неизменный партнер Айсулу Токомбаевой, король сцены, так говорили о нем балетоманы. Айсулу Токомбаева – выдающаяся балерина советского государства. В паре с Чолпонбеком Базарбаевым объездили почти полмира, пропагандируя балетное искусство кыргызского народа. Послушайте мнение балетмейстера, народного артиста Киргизской ССР Урана Сарбагишева. Среди всех, которые прошли через мою творческую жизнь как хореографа, это, конечно, я хочу отметить Айсулу Токомбаеву и Чолпонбека Базарбаева. Это были фанатично преданы своему делу. Чолпонбек Базарбаев окончил наше Бишкекское музыкально-хореографическое училище, и сразу он на себя обратил внимание своим трудолюбием. У нас были гастроли в Москве. Он себя очень хорошо показал в балете «Жизель». По ДД он танцевал, и мы его направили на 2-годичную стажировку в город Москву. И эти 2 года он использовал предельно полезно. И приехал, и сразу можно было назначать его на ведущие партии. Айсулу Токомбаев в своей поездке в 67 году, 68 годах, она впервые станцевала мой балет в Москве «Осель». И среди московских критиков, зрителей завоевала большую симпатию. Да, я приглашал из Ленинграда Юрия Яковлевича Дружинина, Николая Николаевича Серебренникова, когда мы ставили балет «Спящая красавица», они просто мне сказали: вы, говорит, держитесь за эту балерину, потому что это будущее. Эти 2 выдающихся деятеля киргизской хореографии протанцевали все мои балеты до последнего. Когда мы повесили «Материнское поле» в Москву, было отмечено, что это праздник музыкальной культуры в городе Москве. На тот период, при создании «Материнского поля», в Союзе не было создано такого произведения, как «Материнское поле». Толгонай было 2 исполнительницы, Айсулу Токомбаева и Ирине Чокоевой. И оба получили достойно государственную премию СССР. Чолпонбек, он фанатик. Я, когда создавал балет «Прометей», он танцевал «Власть и сила». У него, как у загнанной лошади, пошла сухая слюна вот этого качества, чисто бойцовские качества, чисто мужские качества. То, что он должен быть первым. Чолпонбек никогда не отклонялся от задания хореографа. Вот если у него вот это сделал я партию «Спартака», он уже до конца своей артистической деятельности он уже не изменял. Айсулу Токомбаева, она очень организованная. Великолепная школа вагановская, великолепная музыкальность. И самое главное, ее трудолюбие. Она полностью воплотила мои мысли, мои идеи,
мою хореографию. Она мне ни в одном спектакле не подвела. Она полностью выкладывала то, что я хотел. Айсул Такамбаева, она была до конца примерной ученицей. И Айсулу повезло, и Чолпонбеку повезло. В балете они нашли друг друга. Это дуэт. То, что бывает редко. Создавая балеты для меня как хореографа, это очень важно, когда есть дуэт. Калы Малдабасанов, один из гениальных композиторов и дирижеров XX века, написал балеты «Куйручук» совместно с композитором Окуневым, сказ о Манкурте и «Материнское поле». Ни один из композиторов не сумел, как Малдабасанов, написать балет на тему войны, задеть за душу каждого и заставить задуматься о человеческой сущности, о вечности бытия. Борис Лебедев был талантливым дирижером балетных спектаклей, умел уловить темп и ритм каждого участника балета. Инга Левченко вот уже в течение 40 лет является репетитором балета. Через ее руки прошли почти все ведущие балерины театра. Роберт Уразгильдиев работал солистом и репетитором балета. Талантливо создал на сцене образ Ротбарта в «Лебедином озере», Брамина в «Баядерке», Дон Кихота в «Дон Кихоте», Гирея в «Бахчисарайском фонтане». Единственный балетный критик, доктор искусствоведения. Михаил Бурштин, талантливый концертмейстер балета, умел давать музыкальные характеристики каждому артисту. По его игре на рояле можно было определить, кого он приветствует. Исманалиев Саимбек работал солистом балета, единственный танцор театра, исполнявший гротесковые и пантомимические партии. Когда он танцевал и играл в спектаклях, будь то Шут или Санчо Панса в «Дон Кихоте» и многих других, он вызывал добрую улыбку и удовлетворение. Знаменитый Моисеев, ставя свой концертный номер «Юрту», из всех артистов балета на роль заводилы выбрал именно Исманалиева. Действительно, он своим юмором и непосредственностью дополнял весь концертный номер Моисеева и был незаменим. Исманалиев много трудился и в танцевальной художественной самодеятельности. Был организатором танцевальных коллективов, помогал как балетмейстер многим коллективам в постановке концертных номеров. Театр и сегодня продолжает приглашать Исманалиева для участия в балетных спектаклях. Часто в паре танцевали Елена Тюрекулова и Арстан Ирсалиев. Елена Тюрекулова – одна из ведущих солистов театра. Легкая, техничная, она танцевала почти весь балетный репертуар. Алимана в балете «Материнское поле», Мавританка в картинах Испании, Никия в «Баядерке», Адетта и Адилия в «Лебедином озере» Петра Ильича Чайковского. От ее танца исходили теплота и жизнелюбие. Арстан Ирсалиев – это великолепная школа, высокая культура, манера держаться на сцене, умение найти специфику для каждого танцевального образа, его внутренний мир. Вот что отличало этого талантливейшего современного танцора от всех других. Будто сам Бог его слепил, как скульптор для балета. Его отточенная фигура, строение ног, мягкие, гибкие, изящная выразительная ступня, структура колен – все это присуще только ему одному. Ирсалиев танцевал весь балетный репертуар. Базиль в «Дон Кихоте», герой в «Бессмертии»,
Спартак в «Спартаке» Хачатуряна, принц в «Лебедином озере», солдат в «Материнском поле». И все же, оглядываясь назад, приходишь к мысли: Ирсалиев не был балованием судьбы. Посмотрев совершенно разные по стилю и жанры постановки Ирсалиева к драматическим спектаклям, ловишь себя на мысли: а не теряем ли в лице Ирсалиева талантливейшего балетмейстера? Бердалы Романкулов, солист балета, обладал хорошими внешними и физическими данными. Танцевал партию Краса в балете «Спартак» Хачатуряна, Штрауса в «Большом вальсе». Участвовал во всех балетных спектаклях. Зная скромность и безотказность Романкулова, руководство театра часто использовало его как администратора. Роза Таирова, легкая, изящная, как статуэтка, солнечная, она своим талантом приносила радость. Таирова Эгина и Фригия в «Спартаке», Чолпон в «Чолпоне», Алиман в «Материнском поле», Диана в «Эсмеральде» Пуньи, солистка в балете Пахита Пуньи, она же в большом классическом па венецианском карнавале, Маша в «Щелкунчике» Чайковского, Гамзатти в «Баядерке», Жизель в «Жизели» Адана. Высокая техника и детская непосредственность сопутствовали успеху Таировой на сцене. Болот Тубаев, ведущий танцор театра, обладал прекрасными внешними и сценическими данными, был склонен к драматическому раскрытию создаваемого балетного образа, имел прекрасный слух, ни одна нота не проходила мимо балетных па. Он был неповторимый, непокорный и мужественный Спартак в балете «Спартак», Спаргапа в балете Тамирис Мусаева, непримиримый и властный Макбет в балете «Макбет» Молчанова, Бенедикт в балете «Любовью за любовь», старший брат в «Стоне тетивы», околдованный, но преданный Нурдин в «Чолпоне», Сооронбай в «Куручуке» Молдобасанова и Окунева, безответно влюбленный Брамин в «Баядерке» Минкуса. Талантливый танцор Кутубаев вселял уверенность и надежду в создаваемых образах. Сауле Куватова. Она была загадочной и замкнутой, притягательной и нежной, от природы мягкая и гибкая. С ней легко танцевать, говорили ее партнеры. Талантливая балерина театра Куватова в партии Айдай в балете «Чолпон», Фригия в «Спартаке», Жизель в «Жизели», Геро в балете «Любовью за любовь», Толганай в «Материнском поле», Кармен в «Кармен-сюите» Безе Щедрина, Мария в «Бахчисарайском фонтане» Бориса Асафьева, Гамзатти в «Баядерке» Минкуса и многих других. Живет и работает в Мексике. Кемель Сулейманов. Обаятельный, талантливый, трудолюбивый, разножанровый танцор. Танцевал основные ведущие партии в балетах: Спаргаппа в Тамирисе, Фернандо в картинах Испании, Нурдин в «Чолпоне», солист в «Пахите Пуньи», Ильяс в «Квартете», Камбар в «Стоне тетивы», Салор в «Баядерке» Минкуса, Дөненбай в «Сказ о Манкурте». Там же он танцевал партию «Джоломан». Прекрасное впечатление Сулейманов оставлял в партии Альберта в «Жизели» Адана, фатальный, недоступный, ради любимой готовый подчиниться всему, что его подстерегает на пути. Светлана Тукбулатова, ведущая балерина театра, техничная, обаятельная, трудолюбивая, она с каждой новой балетной партией совершенствовала свое мастерство. Тукбулатова танцует весь балетный репертуар: Эгина в «Спартаке», Китри в «Дон Кихоте», Эстрелла в картинах Испании, Гамзатти и Никия в «Баядерке», Медора в «Корсаре», Мария в «Бахчисарайском фонтане», Толганай в «Материнском поле», Адетта и Адилия в «Лебедином озере», Айдай в «Чолпоне»,
Жизель в Жизели и Шехерезада в «Тысяче и одной ночи». Самый пик творческого взлета талантливой балерины Тукбулатовой совпал с перестройкой, но она осталась верной национальному балету, веря, что со временем все возродится. Анвар Рыскулов, высокий, статный, партнер многих ведущих балерин. Он танцевал главные партии во многих балетных спектаклях. Вот он Зигфрид в «Лебедином озере», Тарера в картинах Испании, Ильяс в балете «Осель» Владимира Власова, Эномай в «Спартаке» Арама Хачатуряна, Гирей в «Бахчисарайском фонтане» Бориса Асафьева, Альберт в балете «Жизель» Адана, Солар в «Баядерке» Минкуса, Шахрияр в «Тысяче и одной ночи». Отрешенный, неприкасаемый, недостижимый — так читались талантливо созданные им балетные образы на сцене театра. Азиза Минджилкиева от природы наделена прекрасными физическими данными. Она Зарема в «Бахчисарайском фонтане», Фанни в «Большом вальсе», наложница в «Манкурте», Нурида в «Тысяче и одной ночи», в «Падетруа» из «Лебединого озера» Петра Ильича Чайковского, «Педекатр» вечера старинной хореографии и в сложнейшей партии «Айдай» в балете «Чолпон». Замечательно смотрится в паре Куван Сыдыков и Гульнара Дюсупова в концертном номере «Болеро» в балете «Дон Кихот». Куван Сыдыков талантливому танцору доступны любые балетные партии. Гордый, изящный, красивый, темпераментный. Таким Сыдыков смотрится в балетных спектаклях. Прекрасное сложение и пропорции тела дают ему возможность танцевать партии как романтического, так и героико-трагического плана. Альберт, Базиль, Спартак, Зигфрид, Макбет в балете «Макбет» Кирилла Молчанова. Гульнара Дюсупова яркая, талантливая, эмоциональная. Ее приход в театр совпал с перестройкой, принесшей значительный творческий ущерб не только ей, но и в целом ее поколению. Выразительные линии, удлиненной формы, поражают публику. Дюсупова наполняет собой всю сцену, вносит радость, отвлекая зрителей от повседневных забот. Она в танце ликует, торжествует, утверждает силу и красоту жизни. Дюсупова Адетта и Адилия в «Лебедином озере», коварная Айдай в «Чолпоне», нежно любящая, страдающая Талганай в «Материнском поле» Молдобасанова. Для Дюсуповой нет границ в танце. Она легко переходит от классического танца к характерному. Сыдыков – руководитель балетной труппы, занимается постановкой концертных номеров и современных балетных спектаклей. Дохтурбек Бейсеев – уникальный танцор академической школы, абсолютно владеет техникой танца, многогранный, каждое его движение имеет смысл и эмоциональное воздействие на зрителя. Балеты с его участием – это праздник для публики. Они специально идут на него. Во время балетного спектакля «Бахчисарайский фонтан», когда Бейсеев танцевал партию «Нурали», кто-то из зрителей крикнул: «Это же бриллиант!». Такой оценки он достиг своим многолетним упорным трудом. Он танцевал партию «Калена» в балете «Тщетная предосторожность» Герольда, Салор в «Баядерке» Минкуса, Базиль и Бажок в «Дон Кихоте», Бербанта в «Корсаре», Принц в «Щелкунчике», Шут и Падетруа в «Лебедином озере», Джин в «Чолпоне», Падеде в «Жизели» и многое другое. Параллельно Бейсеев занимается балетмейстерской деятельностью. Открыл балетную школу «Би-данс».
Марина Ласточкина. Ни одна балерина в театре не имела таких прекрасных, уникальных физических данных. По всем параметрам она рождена для балета. Она врожденный талант, но у нее не было постоянного партнера, и это мешало ей полностью раскрыться во всей красе до конца. Как ведущая балерина театра, она перетанцевала весь балетный репертуар. Адетта и Адилия в «Лебедином озере», Фортуна в картинах Испании, Наложница и птица Дюненбай в сказе о Манкурте Молдобасанова, Персидка в половецких плясках в опере «Князь Игорь Бородина», Никия в «Баядерке» Минкуса, Зарема в Бахчисарайском фонтане, Нурида в «Тысячи и одной ночи», Педекатор «Вечера старинной хореографии», Жизель в «Жизели», Китри в «Дон Кихоте», Эгина в «Спартаке». Только один ее выход на сцену, одно ее движение приковывает внимание зрителей к ней. К сожалению, у Ласточкиной не было постоянного и хорошего репетитора. Акан Нуртазин, ведущий танцор театра, лирико-драматического плана, тяготеющий к импрессионизму. Красивая внешность, высокий рост, утонченные линии. Он неповторимый Зигфрид в «Лебедином озере», отчаянно борющийся за свою любовь. Актион, демонстрирующий красоту и технику. Властный Кир в балете «Тамирис» Мусаева. Влюбленный Альфред в «Даме с камелиями». Жестокий и мстительный Крас в «Спартаке». Печальный и фатальный Альберт в «Жизели» Адана, утверждающую силу любви Конрад в «Корсаре» Адана и Делиба. Свой незаурядный талант и культуру Нуртазин продемонстрировал как драматический актер в спектакле «М. Баттерфляй» Русского драматического театра. Во время показа спектакля в Москве Нуртазин имел настоящий успех, утверждая еще одну сторону своего многогранного дарования. Айзада Тумакова, первая прима-балерина театра, окончившая Московское академическое хореографическое училище. До этого все примы были из Ленинградской школы. Придя в театр, Тумакова сразу заняла ведущее положение. Она внесла свежее дыхание, свой подход в создание балетных партий. Ее танцы присущи филигранная техника, легкость и изящество. Уже 10 лет, как она трудится в стенах Национального театра и танцует партию «Жизель» в «Жизели», Мидоры в «Корсаре», Адетта Адили в «Лебедином озере», Маша в «Щелкунчике», Китри в «Дон Кихоте», Гамзатти в «Баядерке», Алимана в «Материнском поле», Чолпон в «Чолпоне», Раяда в «Тамирисе» Мусаева. В сложный для театра момент Тумакова продолжает трудиться и надеяться на лучшее.